Мы будем объезжать по Исенковской территории, именно основном по всей территории России, Алтай, Бурятия, Туве, Хакасия, Красноярск, Иркутск, Чите, и потом с запада Казан, Башкирия, Татарстан, а потом в наших соседних республиках Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Северный Юг, вместе взяты. Я в прошлом месяце был в Суаре, Синьцзян-Уйгурская автономная, от Тарбагатая, вот отсюда до Ахтубинский район, до Афганистана был. 6250 километров проехал. В общем, все по истории материалы собираем. 40-томные книги. У нас же 40 родов в основном. В основном некоторые уже по теории научного направления написали. В общем, одним словом, ваша помощь нам нужна. Потом мы ссылались на вашу литературу, то, что вот на ваших учебниках, на ваших литературах, и будем отражать научное направление, историю написать. Потом мы зимой, если Бог даст время и путь, в Пекине будем, в Индии будем, там Непале и Кашмире тоже киргизы живут, да. Не то, что недавно, бабурских времен, и с 4-5 веков до сих пор живут на севере. Я там был. Я в основном мне специалист вторая картограф, инженер картограф. Вот здесь Нигаев закончил. И от Монголии, СССРовской границы Китая до Таджикистана. Я навел на границе карты. В общем, одним словом, тесно моя жизнь связана по истории. Ну, вас я литературу, конечно, много читал. Думал, у вас где-то лет по 80, оказывается, вы молодой. Ну, уже не такой. Молодой, как хотелось бы. В основном наши сел вас надо встретить и Бутанаева. Абакане живут, да, сейчас? Да, Абакане. Ну, в данный момент я не могу сказать, ну, наверняка. Там, кто живет там, конечно. Если вы, как нам перспективу содействия будете делать, как будете, поможете, и будем все ваши труды будем отражать на это, наши, которые будем писать на этих книгах, будем отражать вас. Ну, спасибо. Электронный адрес тоже есть. Я директором являюсь в этой дирекции. Ну, я готов в меру сил, так сказать, поучаствовать, тем более, что я занимался всегда. Если я вас перебью, ваш труд единственный мы ценим киргиза. Ваш труд. Если на наших литературах, если ваше произведение не будет отражаться, не знаю тогда как быть. Мы действительно вас ценим. Я как бы готов, тем более, что вот в прошлом году была конференция, связанная с юбилеем киргизского каганата, да, и в этом году снова будет. И, в общем-то, конечно, каганат охватывал огромную территорию от Сибири до, до Тибета, Средней Азии и так далее, поэтому, конечно, надо по возможности привлечь, и я готов в этом тоже поучаствовать. У нас в прошлом году был даже проект, как нас поддерживал это Омский радиозавод, ну вот что-то обещало в этом году, но пока не поддержал, поэтому у нас немножко планы нарушились. Но на конференцию я приеду, вот вчера, я, собственно, только что приехал, мы работали в Красноярском крае,
Там тоже есть ну, крепость, она, отряд наш, в составе которого я был, начальник еще там. Она, правда, относится уже к 17 веку, когда кыргызы были в составе Джунгарии. Ну, да, да. Но, тем не менее, вот там я тоже... Ну, в общем, то есть надо просто продумать, да, в каком плане и в чем бы участвовать. Но вот мне, конечно, ближе вот то, что связано с историей военного дела, вооружения и так далее. Тем более, что вот в связи с юбилеем Каганата это как раз тот период, когда известно больше всего по письменным данным, и здесь армянские надписи и так далее и тому подобное. Ну и сами материалы наиболее все-таки яркие именно вот 9-10 век, да, и так далее. Хотя, конечно, в свое время ну, вот было бы, конечно, интересно. Монголию вы тоже планируете, да? Монголию. После этого поездки в Монголию поеду. После этого, да? У нас рейс открылся прямо. Бишкек, Улан-Батор. Есть. Такое, да. Стамбул, Бишкек, Улан-Батор. Ну, понятно. Ну вот там... Недавно, говорят, открылся археологическая экспедиция там в Монголии, да? Открытие сделали, то есть. Вы в курсе? Ну там очень интересные раскопки вот были в Центральной Монголии последние годы, там как раз они связаны вот с периодом раннего Средневековья. Ну, видимо, тележские памятники, вот, когда эти тележские племена находились в зависимости от империи Тан, и вот найдены в одной из этих могил там стела с надписью на китайской иероглифике. Там есть даже имя этого человека, дата 706, по-моему, год, то есть, ну, я сейчас точно не помню, или 607, в общем, где-то 7. Там или нет? Ну, я, честно говоря, не сказать, тоже не был в Горно-Алтайске, но, по-моему, да. Саша, ты не помнишь, мы же отдали все это? Мы отдали все. Это должно быть в Горно-Алтайском музее. Да? По идее, так. Там все, там ее сделали, у входа стоит муляж, так вот рукой показывает. Сама она дальше. Все там. В музее, да? Да, музей. В Горно-Алтайском музее должно быть. Ну, тогда понимаете, конечно. Теперь вам еще один вопрос. Вы, если мы вам, как специалист, как говорится, большой специалист, если вам поручим, например, связь кыргызов алтайскими, среднеазиатскими, по историческому происхождению, по теории, сможете написать для наших материалов? Как ваш, как говорится, научный труд для предисловия книги. Самое начало, чтобы ссылку сделали под вашим авторством. Ну, это, конечно, все ваши труд, конечно, если мы будем отражать на каждом книге, будем оплачивать. Без всяких. Ну, хорошо, я готов поучаствовать в меру сил, как говорится. То, что касается, может быть, вот я надеюсь приехать на эту конференцию, которая будет в ноябре, в честь Каганата. Мы вообще планировали вот сейчас в августе съездить, но вот из-за некоторых проблем
пока как бы не ясно, сможем или нет. Но там я приеду на несколько дней, и мы можем уже посмотреть, в каком объеме, кого чего. Там для предисловия по формату А4 с размер шрифта 12, интервал 1.15. Вот такой стандарт, чтобы было. И 2-3 листа хватило бы нам. Мы сперва на кыргызском языке будем писать эту книгу. Потом все издаем, все 40 том. Потом переведем на русском языке и на английском языке. Вот такие перспективы нашего проекта. Ну, Потом- наверное, я мог бы там поучаствовать и не только в виде предисловия. Да, но да. и вот Нет, Как- а как- ты ваш труд, безусловно, будут отражаться. Мгм. Без всякого. Потом ваши, если вы какие про наши истории написанные книги, Мгм. мы будем готовы выкупать. Издавать, переиздавать. Ну вот у меня вышла книга 10 лет назад, вот «Сабля Багыра», Мгм. когда я в прошлый раз был. Это сколько там экземпляров выпустили эту книгу? Ну я Тираж сейчас не какой? помню сколько, но Тираж маленький, да? еще, наверное, Тысяч. 3,5. Ну, 3,5 да? Да. Но это, в этом году истекает 10-летний срок, мгм. ее можно будет переиздавать Переиздавать, да? в будущем году. А так первые 10 лет это надо было право издательства того. Петербургская есть такая идея. Теперь, Но в принципе теперь можно. мы можем тоже. Да, но в принципе можно, конечно, и ее расширить, там переделать и под другим Мгм. названием, да. Да. Мгм. Ну, то есть я тогда тоже подумаю, вот и в ноябре мы это обсудим, да. Мы, когда теплое время пока существует до зимы, Мгм. вот в соседних республиках, вот отсюда, когда я приеду, Мгм. 1,5-2 месяца, когда побуду здесь, Мгм. потом я поеду в Таджикистан. Мгм. Оттуда приеду потом в Башкирию и Татарстан. Мгм. А потом соседние наши республики, Узбекистан и Казахстан. Мгм. Если в поездках в это время я не буду, Мгм. конечно, тогда будем связываться. Ну, с можно вами. связаться по имейлу. Да. Теперь ваш адреса, телефон, электронный адрес и так далее. Все полностью вы Я дали? не взял, ну давайте я напишу. Хайсмасын береміз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул көрүп жаткан сиздер көрүп жаткан автомагистрал Россия Федерациясынын номер 53-чү автомагистрал болуп эсептелинет. Бул Новосибирск, Барнаул, Горно Алтайстан, Монголияга чейинки кеткен эң узун Россия Федерациясында Чуйск тракты деп аталган эң чоң автомагистралы. Ал эми оң жактагы электр чыңалуусундагы жогорку электр чыңалуусундагы линиялар бул түштүк Сибирь аймактарынан Саяна-Шушенский ГЭСинен түндүк ар кайсы шаарларына кеткен линия болуп эсептелинет. Булардын жол менен кетип баратканда бүт баардык жол знактары, километраждары ушунчалык ар бир километринде жазылуу, көздүн жоозун алып ар бир жүргүнчү ал трассага түшкөндө эч убакта картаң болсо, же болбосо GPS болсо эч убакта адашпай каалаган жерине жетесиң. Ал эми могу калпак адегенде кыргыз калпактын формасында туптуура өзүндөй болуп көрүнгөн. Биз бир топ токтоп неметип тарткычакты булуттун формасы өзгөрүп калды. Биз дагы жоруп койдук, жолубуз ачык болот экен деп. Чындыгында биз түштүк Россия Федерациясынын Сибирь аймактарында кыдырганда, андан сырткары Бурятия,
Чита областары, Забайкальск областарын кыдырганда байсалыбыз аябай, сапарыбыз аябай байсалдуу болду деп эсептейм. Ал эми Россия Федерациясынын аймактарын кыдырып жүргөндө адегенде бизди тосуп алган ошол түштүк регионду тейлеген вице консулу Азиза Сүйүнбаева баш болуп бизге аябай чоң жардамдарын беришти. Ошол эле консулстводо иштеген Аташа Апышев Мээримбек, ал эми ошол Россия Федерациясынын республикаларында, райондорунда бизге чоң жардам берген адамдар, төмөнкүлөр болду. Булар Алтай Республикасынын Жаш сулар союзунун башчысы Бедюров Барантой Янгович, Кемерово областынын Таштоголо районундагы администрация башчысы Макута Владимир Ильич, ушул эле шаардын башчысы Идигешева Мария Охрановна, Хакасия Республикасынын тарыхчысы Ботанаев Виктор Яковлевич, ушул эле Хакасия аймактарынын диаспора Азиз. Ал эми Кызыл шаарына барганда бизге чоң жардам берген Жетөгүз районунун тургуну ошол адам Алмаз Туюков 1996-жылдан бери ошол Кызыл шаарына барып курулуш фирмасын ачып, чоң курулуштарды Кызыл шаарына куруп жаткан адам экен. Даже ал адамдын жараныбыздын 400-ге жакын кою бар экен, менчик. Ошол подсобный хозяйство ачып, жалаңыч жерден барган кыргыздарды ошол курулушка иштетип аткан адам болуп эсептелинди. Ушул бизге чоң жардам берди. Ал эми Тува Республикасынын эл жазуучусу, тарых илимдеринин доктору Кенин Моңгуш Лапсан өзү бүгүнкү күндө 94-ке чыкты. Ушул киши менен жолугушканда айтат: биз республика, Кыргыз Республикасы боюнча биринчи жолу ушундай чоң план менен келген адамдар силер болуп атасыңар. Мен жан дилим менен жардам берем деп, бул киши да өзүнүн чоң жардамын бизге аяган жок. Чыгылып баардык республика аймактарында ошол аймактарды тейлеген кыргыз жарандарынан диаспоралары бизге дайым тосуп алышып, кеткиче жардамдарды берип жүрүштү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Россия Федерациясынын түштүк Сибирь аймактарында болгон сапарыбыз ушуну менен биринчи бөлүгү аякталды. Эмки көрүшүүгө чейин саламатта болуңуздар.